Привет. Привет, 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 привет. 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 Всем привет. Всем привет. Я надеюсь, меня слышно. Ну, ничего страшного. Всем привет. 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 Это вторая часть моего видеоблога, который называется «Влог, который смог». И да, я должен был это выпустить немного раньше, но пофиг. Да, я знаю то, что это не похоже сейчас на влог, однако это мой канал, что хочу, то и делаю. Но только все ради вас. За первую часть влога я успел только взять и рассказать, как я приехал только на форум. А сейчас я собираюсь именно рассказать, как я там пробыл, что я там творил, что со мной делали. Короче, после того, как мы переночевали в Благовещенске в нулевой день, я успел поспать только 4 часа, и поэтому я был не в самом расцвете сил, и мне хотелось быстрее взять и лечь спать, и все, и закончить этот влог. Но меня все-таки разбудили, сказали: Ваня, вставай, ленивая жопа, и я такой: ну ладно. Ну и, короче говоря, я встал. Ну и взяли быстренько, оделись, там собрали вещи. Собирай вещи свои! Да я соберу, не надо. Собирай, сказала! Собирай вещи свои! И отправились в Министерство образования и науки. Там нас поджидали людишки, которые были организаторы форума. Нам дали папку со всякими бумажками, с планом именно проведения форума, который чисто он там просто так лежал для вида, потому что у нас план совсем был другой. И футболочку. Я взял себе футболку, потом после этого посмотрел то, что она слишком большая на меня. Взял, пошел другую футболку, посмотрел на нее. Она тоже оказалась большой. Но мне стало неловко то, что я несколько раз прихожу туда и меняю футболку, поэтому я взял и оставил эту футболку. Я такой: ну ладно. Я и моя делегация сели в автобус, и все, я отключился. Я не знаю, я упал на какую-то девушку и чисто на ней спал в течение 1,5 часов, и я даже не знаю, может, она там думала: за что? Господи, спаси и сохрани. Но я выспался немножечко и хотя бы немного был бодрее. Мы ехали всеми участниками форума, и поэтому мы ехали всеми 210 людьми. И ну, это пипец был. Там несколько автобусов, 3 или 4 ехало. А мы-то приехали в нулевой день еще в Колосок туда. И я уже взял, сразу же зашел в свою комнатку, поспал немножечко, отдохнул, там умылся и так далее, и тому подобное. Такой: ого-го, хо-хо-хо. И все остальные просто стояли на улице буквально где-то часа полтора, может 2 даже, и думали по поводу Тынды. Вот Тында, самые первые приехали, уже там сидят, отдыхают, чаи гоняют. Он такой: ну что поделать, ваша вина. Эй, всем привет. Ну, у нас начался как раз первый день нашего форума. Я уже нахожусь в своей комнате, а все остальные до сих пор находятся на улице, потому что мы заселились вчера, а остальные 200 с чем-то человек просто сейчас стоят на улице и думают, куда же им пойти. Не знаю, сейчас у нас будет очень большая неразбериха. Ну, ничего страшного. Я жду сейчас теперь, когда все заселятся, и я наконец-то узнаю, в какой я нахожусь в группе. После этого потихоньку всех начали заселять, и я до сих пор не знал, в какой группе я нахожусь. У нас было несколько групп, типа самоуправление, там зона риска, там где про синего кита, там всякие такие именно самоубийства и так далее и тому подобное. Было медиа, там где надо снимать всякие видосики, быть типа блогером. Я очень долго не знал, кто я, пока я там не покушал, пока там нас не сводили на обед, еще что-то не сделали. Короче, прошло очень много времени, пока я не узнал там, что это почем. Я находился в группе самоуправления. Я надеялся, что я попаду в медиа. Но Hello, darkness, my old friend. Для меня это более такое влитое, нежели самоуправление. Но хотя самоуправление все равно именно для меня тоже немалое значит, потому что для меня это важно, потому что я управляю советом обучающихся и там типа так далее и тому подобное. Надо, может, и в дальнейшем когда-нибудь понадобится. Ну, как бы в целом развитие. Может, еще президентом стану.
Как со мной все познакомились? Заходит ко мне в комнату девчонка. Это оказалась именно наш куратор. Зовут ее Наташа. Наташа, привет. И она такая: о, привет. А ты у нас кто? Скажи в свою фамилию. Я такой говорю: Сикорский. Она такая смотрит. Так тихо, долго, все так долго. А потом такая: Ванечка! Ну и, короче говоря, она начала меня называть Ванечка, и после этого все 210 человек на форуме называли меня Ванечка. Ванечка. Уже потихоньку, я же говорю, начали все заселяться, а у меня в комнате до сих пор было пусто. Думал, ну что, неужели никого нет из группы самоуправления пацанов? Я ждал, пошел покушать, прихожу. Уже стоит 2 сумки. Ну, снова взял, пропустил. Снова никого нет. Снова ждал. И я решил немного подремать снова, потому что, ну, что там, делать нечего. Там ни связи, ни розеток не работает. Вообще ничего не работает. Я встаю, слышу топот, тут вовсю, там что-то вовсю говорят. Входит вот такой здоровенный амбал такой. Ну шо, по чем там? Тут серьезно? Я так никогда не переживал, я так никогда не боялся. Я думал, там какая-то гопота чистая взяла, приехала, я думал, я еще не самый худший вариант из тынды. Пил. Чертов насморк. Но на самом деле оказались очень крутые люди. Мне они очень понравились. На самом деле, тот самый амбал, который меня сначала напугал, он оказался настолько интеллигентным, он настолько крутой, что, серьезно, первое мнение всегда ошибочное. Надо всегда узнавать людей по общению. Как мы познакомились со всеми? Позвали нас в комплекс Звездный. Это небольшая такая арена, там, где все собираются. Все группы. И там именно нам говорится распорядок на целый день. Ну и нам сразу же сказали то, что у нас будет мини-квест. И мы такие: ё-моё. Просто понимаете, этот комплекс, именно Колосок, он находится на сопке. Под таким углом. И ты должен мотаться туда-сюда. Это был не самый лучший вариант. Ну и, короче говоря, нам пришлось это делать. Мы очень сильно замучились за целый день. У нас ноги болели очень сильно. Прям... Так, как бы благодаря мини-квесту мы взяли, сплотились немножко с нашей командой. И это было прикольно, потому что как бы друг друга узнают. Кто-то в хорошей степени, кто-то в плохой степени. Но вот так мотаться нам не понравилось вообще никому. Но буквально на следующий день мы узнали, кто это сделал. Кто придумал этот квест. Это оказалась одна из кураторов. Зовут ее Лиза. Не, она еще с кем-то делала, она мне говорила. Но Лиза, я тебе позже еще расскажу. Все искали, все думали, как же убить этого человека, который придумал этот квест. Потому что, серьезно, там сквозь слезы и пот люди говорили: пойдемте на забастовку только из-за этого мини-квеста. Лиза, потом мы о тебе поговорим. Буквально через минуточку мы поговорим дальше, что произошло после квеста. После того, как мы взяли, выполнили квест, мы пошли встречать губернатора Козлова. Александра Александровича Козлова. Ну, как бы довольно-таки неплохо прошла наша встреча с ним. Даже я подошел к нему, задал вопрос по поводу образования в городе Тында. Сказали то, что там разберутся. Ну, так, неважно, это так именно чисто личный вопрос. Я сидел недалеко от губернатора, и там постоянно именно шоркались камеры. Я такой, сижу. Вот ко мне подбегает камера такая, надо зафотать этого чувака. Я такой: загадочность. Ну, я вам сейчас покажу фотки, какие там есть. Я думаю, вы уже на них смотрите, там так далее, тому подобное. Где-то вот здесь находится, или вот здесь находится, или там, или вот здесь. После встречи с губернатором у нас еще прошла небольшая такая тусовка. У нас взяли, зажгли огонь посередине. Я вам тут покажу, если что, все.
И мы там вовсю танцевали, такие туш, туц, 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 туц. Нет, на самом деле было все более-менее адекватно, может быть, но это не точно. Короче говоря, это все прошло отлично, и прикольно, и круто, и что там. После этого мы решили поиграть в мафию. Мафия. Это чудесная игра. Мы играли где-то примерно до 2 часов ночи, и последнюю игру я был ведущим, и я закосячил. Так как после встречи с губернатором и после квеста мы довольно-таки сильно устали, я в сонном состоянии был ведущий такой. Так, мафия встает, убивает там кого-то. Так, все, закрыли глаза. Город просыпается. Так, и мафия, кого же ты убила? Ё-моё. Ну, меня после этого проклинали, потому что я не закончил игру. И все такие, блин, Ваня, ты все испортил. И сижу, короче говоря, я в холле в 2 часа ночи. А с нами был как раз этот куратор Лиза. Она захотела кушать, и я ей принес доширак. Мы взяли, покушали доширак, взяли, пообщались там на тему душевный, недушевный и так далее и тому подобное. Короче говоря, узнал, где она там учится. Лизка, просто передаю там тебе привет, ты крутая. И снова из-за того, что мы где-то легли в 3 часа ночи, я снова не выспался и снова в таком ужасном состоянии. И люди, серьезно, я думаю, блин, если бы я хотя бы высыпался бы, то люди бы на меня смотрели, о, какой офигенный пацан, там, так далее и тому подобное. На самом деле я ходил именно по форуму примерно так. Актер от бога. И сейчас встречайте, пожалуйста, какую-то девчонку, непонятно какую, кто это. Браво. Хлоп. Короче, тут 5 актеров от бога собрались, и нам надо выбрать, какой из них самый крутой. Ну и понятно, выигрывает Иван Сикорский. О, господи, о, какой молодец, он уже не первый раз получает Оскар. Спасибо большое, короче, всем. И я, конечно, понимаю, то, что видео такое интересное, и нам нужно как бы дальше продолжать. Но видео уже идет целых 13 минут, и поэтому мы все продолжим в следующей части. Поэтому не переживайте, Оскар я поделюсь с вами, а вы лучше ставьте лайки. Что ты ржешь? А с вами, как всегда, был Ванечка. Всем пока.